Сегодня мы будем с вами говорить о религиозных представлениях двух великих культур Древнего Востока, двух первых цивилизаций, первых городских цивилизаций на Земле, которые так или иначе являются определенным исходным кодом нашей цивилизации. Потому что вот так получилось, что где ни копни нашу современную цивилизацию, окажется, что то, что в ней есть, взято, например, из Средневековья, а в Средневековье это попало, например, из Римской империи, а в Римскую империю это попало, например, из Греции, а вот греки это взяли в двух только местах. Либо в Египте, либо в Вавилоне или у шумеров. Ну, Вавилон взял у шумеров, соответственно, значит, мы имеем два источника. Шумерская цивилизация, да, и цивилизация Древнего Египта. Конечно, это все очень сильно видоизменилось в нашей современной культуре, все, что оттуда было взято. Но оттуда было взято практически все, да, или совсем все, да, сложно сказать. И сегодня я бы хотела так очень обзорно, без каких-то подробностей, поговорить о том, какие религиозные представления существовали в этих двух первых цивилизациях, а вам я уже предлагаю подумать о том, как это могло отразиться на наших религиозных представлениях и, в конце концов, на ваших собственных. Да? Тезис мой такой, самый смелый тезис мой такой, о том, что если мы внимательно копнем, мы так или иначе в своих представлениях о мире, и в том числе религиозных своих взглядах, какие бы они ни были, мы так или иначе найдем либо вот того египтянина, либо вот того шумера древнего. Да? Мне очень нравится этот мыслительный эксперимент, потому что он имеет право на существование просто по историческим причинам. Да? И вот сегодня давайте попробуем его провести. Для этого рассмотрим религиозные представления этих двух великих цивилизаций. Но прежде всего я буду сегодня говорить о том периоде, который начался примерно в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, когда вот в этой области, зеленым выделенной на карте, которую называют плодородный полумесяц, возникли первые городские цивилизации на Земле. Я имею в виду Месопотамию и Древний Египет. По последним данным, вроде бы Месопотамия чуть-чуть раньше, но это буквально совсем не намного, там может быть на пару столетий, что в общем-то за такой давностью лет почти одновременно. Одновременно и независимо, тут очень важно еще тоже понимать, что это происходило одновременно и независимо. Но так или иначе, не только первые две городские цивилизации возникли в этом регионе, но и те изобретения, которые привели к возникновению городских цивилизаций. Сразу хочу сказать, почему так важно говорить о том, что вот это время, именно это время возникновения городских цивилизаций, ведь человечество к этому моменту существует около 40 тысяч лет уже, ну, современный вид человека Homo sapiens sapiens, и у него есть какая-то культура, и он там тоже живет каким-то образом, да, и что-то строит. Но почему именно этот период интересен? Потому что именно в этот период происходит вот эта самая урбанистическая революция, когда изобретаются и возникают первые городские цивилизации. И именно эту форму жизни, форму цивилизации мы воспроизводим и по сей день. Мы ничего нового не придумали на самом деле. Мы просто эту форму городской цивилизации, ну, как-то улучшили там, модернизировали, технический прогресс у нас случился и прочие странные дела произошли. Но в сущности мы живем внутри той же самой структуры. Вот до этого 40 тысяч лет жили как-то люди иначе, потом что-то случилось у них, произошло что-то. И с этого момента мы начали жить так, как начали. Да, и продолжаем вот уже 6 тысяч лет примерно, ну чуть меньше на самом деле. Вот именно в этом плодородном полумесяце возникли все те изобретения, которые привели к возникновению городской цивилизации. Именно на этих территориях были впервые одомашненные животные, домашние животные. Вначале мелкий всякий рогатый скот, типа коз и овец, а потом и остальные. И именно в этом регионе начали впервые обрабатывать землю и высаживать злаки. Да? Скажем так, культивировать злаки, ячмень и пшеницу, две основных культуры. Наверное, даже скорее по преимуществу ячмень, потому что, например, почвы Месопотамии лучше пригодны для ячменя, чем для пшеницы. И вот тут все это произошло в этом плодородном полумесяце, и здесь же возникли эти две цивилизации, которые только на первый взгляд, если вы впервые листаете учебник по древней истории, могут показаться вам похожими. Да, у них есть какое-то сходство. Но, разумеется, у них есть какое-то сходство, потому что обе эти цивилизации занимаются ирригационным земледелием, то есть роют каналы для того, чтобы орошать поля свои. Да?
Но они строят какую-то монументальную архитектуру, и среди этой монументальной архитектуры есть пирамидальные формы, как основные, главные, наиболее заметные, скажем так, да? Но вот как бы все остальное в них совершенно противоположно. Я бы даже сказала, что предлагаю вам сегодня в качестве такого определенного эксперимента, поскольку у нас не столько историческая лекция, да, сколько вот такая философская, это такая некая философия культуры, посмотреть на эти две цивилизации как на две, ну, как на два противоположных полюса, как на две противоположные, не то что противоположные, разные, давайте так, разные парадигмы отношения к миру, к потустороннему, к человеку вообще. Да? Сегодня как раз поговорим о потустороннем, то есть о том, что мы можем назвать словом сакральное, нуминозное, или как вам удобно называете это, запредельное. Посмотреть на эти две цивилизации как на вот две точки такого экстремума и понять, что так или иначе все остальные наши представления как-то между ними вот находятся, да, либо вот к одному полюсу или к другому склоняются. Да? Вот такое у меня к вам предложение. Ну, вначале вам хочу сказать, что это, конечно, не первые города на земле. Первый город был Иерихон на территории современной Палестины. Но это не городская цивилизация, тут тоже очень надо хорошо понимать, то город-то был как огороженное пространство. Пространство, огороженное стенами, где люди начали жить оседлую жизнь вести начали, да? Но при этом городской цивилизацией это назвать нельзя, потому что никаких признаков других городской цивилизации там не было. А для городской цивилизации нужно все-таки некий набор признаков, которые я сейчас оглашу. Но надо понимать, что Иерихон это очень древнее поселение, еще докерамическое, то есть еще даже керамики там не было в первых слоях поселения. Но вот он так примерно выглядит, эти раскопки и попытки реставрации тех остатков сооружений, которые там были. Но есть еще один феномен, который предшествовал и который, собственно, имеет отношение к взгляду человека на запредельное. Да? Это феномен Гёбекли-Тепе, да? Феномен, который в последние годы, есть вот те ученые, которые его имели смелость заметить, да, они, конечно, вынуждены пересматривать очень много представлений об архаике и о начале нашей цивилизации, да, потому что раньше всем казалось, что вот до цивилизации древних шумеров, скажем, да, никаких больших поселений, никаких совместных больших работ и уж точно никакого монументального строительства, ну, наверное, не происходило, да. Но в 1995 году совершенно случайно на территории Турции, это Южная Анатолия, на раскопках холма Гёбекли-Тепе, где не собирались найти ничего особенного, кроме, по-моему, искали какое-то византийское кладбище, то есть ничего сенсационного на самом деле, был найден совершенно потрясающий объект, который показывает нам, что начало нашей цивилизации находится именно вот в этом взгляде на сакральное, на священное. Объект, который представляет собой целый храмовый комплекс мегалитического происхождения с вот такими каменными колоннами Т-образной формы. Это лишь одна из частей. Да, это лишь одна из частей. Да, вот примерно так это выглядит с высоты птичьего полета. Раскопано сейчас примерно 10-5% этого холма, и уже понятно, что там будет больше, значительно больше. Вот такие вот колонны обработанные, на некоторых колоннах нанесены, как вы видите, изображения птиц, еще какие-то похожие на пиктографические рисунки, изображения, и изображения животных. Да? Но если у вас, вот вы это видите, то первое, что какой вопрос, какой у вас должен быть, к какому времени это относится. Потому что это все, конечно, прекрасно, но мегалитические сооружения мы уже видели, это вообще никакая не новость. Да? Но проблема в том, что все мегалитические сооружения, которые были на планете Земля до этого известны, они относятся примерно к 3-му, 4-му, максимум середине 4-го тысячелетия до нашей эры. А это, друзья мои, это относится к 10-му тысячелетию до нашей эры, да? А может быть даже к 11-му, где-то так. И вдруг оказывается, что наша история, представление о способностях человека к самоорганизации в большие сообщества и к построению каких-то монументальных, не связанных с практическими нуждами сооружений, вдруг резко расширяются, да, потому что кто строил этот комплекс? А совершенно очевидно, что этот комплекс некому было строить, кроме маленьких полукочующих племен охотников и собирателей, которые только-только где-то во время строительства Гёбекли-Тепе начали приступать к сельскому хозяйству, к освоению злаков. И, видимо, это произошло чуть ли не прямо на строительстве Гёбекли-Тепе, либо за некоторое время до него. Ну вот это примерно одновременные процессы, да?
Почему, каким образом маленькие племена, 50-100 человек, смогли выделить работников на постройку таких огромных сооружений? Зачем им это было нужно? Какая цель их вела? Почему они потратили огромное количество времени? Ведь это года и года потребовало, да, это строительство. Интересно, что потом, где-то в 8 тысячелетии, этот комплекс храмовый, это точно был храмовый комплекс, ни у кого не вызывает это сомнений, что это ритуального назначения постройка, что это не жилая никакая, и захоронений там тоже не было. Так вот, этот храмовый комплекс, он был засыпан землей, то есть его вначале организованно, долго, мучительно строили, люди, которые непонятно как самоорганизовались. У нас нет никаких представлений о том, зачем охотникам и собирателям бросать свои насиженные места, скажем так, да, и вот это вот все строить. Это же надо людей туда отправить, их надо кормить. Это вообще огромные ресурсы, которые непонятно с чем связаны, которые, как думали ученые, невозможны на стадии до городской цивилизации. Потому что только городская цивилизация дает ресурс власти, управления, письменность там, и так далее, земледелие, которое может прокормить этих работников. Да? А тут ничего не понятно, никому на самом деле ничего до сих пор не понятно с этим Гёбекли-Тепе. Понятно только одно, зачем-то людям это было нужно, зачем-то они изыскали ресурсы, отправили людей, потому что, разумеется, что-то нетривиальное их заставило это делать. Но вот это примерно реконструкция, как это должно было выглядеть, да, это постройка, собственно, этапы постройки. Рядом найден карьер, в котором вытесывались эти Т-образные колонны. Там до сих пор есть незаконченные, брошенные, скажем так, колонны в этом карьере. Они оттуда доставлялись, устанавливались. И вот такие вот круги концентрические или полулабиринты устанавливались, да, и выстраивались. Что это такое? Ну вот никому не понятно, что это такое. Понятно только, что это храмовый комплекс, и что мы с вами что видим? Да? Мы видим человека перед потусторонним, перед вызовом чего-то сакрального, священного, способного вот на такие подвиги, грубо говоря. Да? Но это что-то должно нам пролить, какой-то свет на тайну человеческого существа и, возможно, на тайну человеческого сообщества. Я не буду особенно комментировать, я надеюсь, вы и так понимаете, над чем здесь можно подумать. Но без внимания к вот такому феномену, как Гёбекли-Тепе, мы, наверное, ничего не сможем понять про ранние цивилизации. Между Гёбекли-Тепе и первыми цивилизациями на Древнем Востоке огромный разрыв временной. Потому что первые цивилизации на Древнем Востоке возникают в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, а Гёбекли-Тепе это 10-11 тысячелетие до нашей эры. То есть совершенно очевидное, да, очевидный большой разрыв. Но тем не менее, если мы этот феномен не видим, нам ничего, мне кажется, и там толком непонятно. То есть мне кажется, вот как антропологу, потому что все-таки моя специальность философская антропология, что мы, рассматривая человека в его отношениях запредельно, вот это должны обязательно учитывать, да, потому что это что-то нам должно очень существенное сказать о способностях человека, ради чего он готов вот на такие, скажем, идти жертвы и так самоорганизовываться. Ну, если вам интересно, то я сейчас оглашу признаки городской цивилизации, что, собственно, возникает, когда она возникает, что нужно нам, чтобы посчитать, что она возникла. Нет, не только города, потому что любое огражденное поселение, любое поселение, огражденное стеной, да, это уже по сути город, да, город, огражденный, огород, вот это все однокоренные слова. Но признаков больше, да. Ну, конечно, нам нужны города как центры управления, торговли, культуры и культа. И это города, внимание, не один город, нам нужны города, да. То есть нам нужны города и какая-то коммуникация между ними, чтобы это была система, да. Одного города недостаточно, как в случае с Иерихоном. Нам нужна социальная стратификация, потому что так устроена городская культура. В ней люди разделяются, да, на классы. 3 основных, да, появляются социальных таких вот класса. Это жречество, да, воины, условно говоря, да, или воинская аристократия, ну и производительный класс, да, как минимум. Как минимум вот это очень четкое расслоение происходит, да. Опять же, высокоразвитая ремесленная специализация, разделение труда. Все процессы на стадии городской цивилизации технологические становятся настолько сложными, что если раньше там, в первобытную эпоху человек в принципе мог обеспечить себя всем, что ему нужно, он все умел примерно сам, более или менее, плюс-минус, то здесь каждый процесс, там, процесс выплавки металла, да, процесс там, изготовления тканей, процесс выпекания хлеба настолько
технологически сложен, что для этого нужно несколько специалистов, и каждый из них может никак быть не связан с другими, да, то есть прямым образом. Они могут быть анонимны друг для друга. Да. Но для того, чтобы выплавлять металл, нужен, чтобы одни люди его добыли, руду, да, они могут никак не знать о том, кто потом его будет выплавлять. Их задача добывать руду. Потом второй, например, ее будет плавить, выплавлять, собственно. Третий будет из выплавленного металла будет делать какие-то металлические изделия, четвертый будет их продавать, и только пятый пользоваться. Да? Вот как бы у нас получается такая цепочка, когда очень много процессов, и люди анонимные. Поэтому что нужно такому обществу, если оно при этом большое? Это уже не 50 человек, которые могут со всеми друг с другом договориться, да, и устно, и друг друга все знают в лицо. Да? Разумеется, нам нужно появление письменности. Это один из главных, основных и необходимых признаков городской цивилизации. И вот письменность появляется, две первые письменности на земле, это Месопотамия, судя по всему, чуть-чуть раньше, и потом Египет. Самостоятельно абсолютно они изобретают два первых вида письменности. Интересно, что то, что мы сейчас делаем, когда пишем, да, это, скорее всего, спасибо Египту, больше, чем Месопотамии. Мы оттуда это все восприняли на самом деле, потому что если мы восприняли из Месопотамии, да, мы бы с вами не писали вот так, мы бы печатали как-нибудь, отпечатки оставляли. Но это, если интересно, я потом об этом расскажу, почему я так говорю. И дальше. Да, монументальное культовое строительство. Тут все слова важны. Да? Во-первых, они строят большие сооружения на века, грубо говоря. И оно все это строительство культовое. То есть мы мало находим ранних каких-то поселений, домов или даже дворцов. Но зато мы сразу видим храмы. Можно сказать, что эти ранние цивилизации – это цивилизации, которые возникли как инфраструктура вокруг храмов и храмовых комплексов. И это очень видно, когда вы видите реконструкции их городов, что это вот для шумерского города это просто очевидно, что это инфраструктура храмового комплекса. Все, что происходит в шумерской цивилизации, это постройка храмовой этой горы искусственной, да, на насыпях, скажем, и с храмом наверху, а потом пристройка к этой горе, собственно, к этому храмовому комплексу, амбара общественного, да, с зерном, и всех прочих сооружений, там каких-то жреческих помещений, и всех прочих сооружений, а город возникает уже как инфраструктура, обеспечивающая храмовый комплекс, потому что крестьяне, которые занимаются земледелием, в городе не живут, разумеется, да, вот эта главная кормящая сила, она в городах не живет, она живет там, где она, собственно, ее поля находятся, это же понятно всем, да, а город это такая действительно инфраструктура ремесленников, жрецов, да, воинской аристократии, которая обеспечивает возможность существования огромного храмового комплекса. То есть эти все ранние цивилизации – это города вокруг храмов, они возникают для них, да, и возникают вокруг них, и, в общем-то, это первое, что мы видим на самом деле. Мы вот, в общем-то, и другой архитектура, она могла быть очень недолговечной, просто не сохранилась до наших дней, никаких остатков от нее. А храмы мы видим, и остатки их видим, и фундаменты, иногда они даже сохраняются достаточно неплохо. И появление торговли на дальние расстояния, экономической системы, которая что обслуживает, тоже обслуживает храмовый комплекс. Потому что вообще-то человеку не обязательно нужна торговля на дальние расстояния. Вот согласитесь, там, где он живет, он может вполне справляться самостоятельно. Ему нужна торговля на дальние расстояния, когда ему нужны какие-то такие продукты, очень редкие, продукты роскоши, да, которые нужны ему в храмовой деятельности культовой, да, или какие-то благовония ему нужен, ладан, мира, что-нибудь такое, да, без которого никак, какие-нибудь масла редкие, какое-нибудь дерево нужно редкое, например, в Месопотамии практически отсутствует древесина, и они все время ходят куда-то за ней, там, то в Ливан, то в горы на востоке, да, так или иначе. Там слоновая кость, металлы, драгоценные камни, это все не нужно в народном хозяйстве, простите, да? Это все нужно для существования храмового комплекса, для существования культа, так или иначе. Вот так или иначе, если мы будем смотреть внимательно на признаки городской цивилизации, мы можем увидеть, что это какие-то признаки вполне сводимые при желании, да, к обеспечению культа. Вот как ни крути, а так или иначе, если этот пазл складывать, то окажется, что это все ради того, чтобы Гёбекли-Тепе обслуживать. Ну, другой уже совсем Гёбекли-Тепе, не тот. Тот уже давно засыпали и забыли, и никто не помнит, что он был, наверное. Ну, то есть что-то храмовое, что-то монументальное и сакральное. Вот как-то так, да? То есть устанавливать
какие-то отношения с потусторонним. Вот это почему-то у человека настолько серьезная потребность, что ради этого, возможно, это одна из причин возникновения вот нашей этой цивилизации, в которой мы живем без всяческой связи с потусторонним. Мы прекрасно справляемся, да? И прекрасно справляемся. Или не очень прекрасно. Это так бы вот я под вопросом оставляю. Ну что же, давайте дальше, да? Вернемся в этот наш плодородный полумесяц и пойдем, наконец, гулять по этим дивным землям, и этим совершенно потрясающим дивным культурам. Ну, первая возникла шумерская цивилизация, судя по всему, вот в нее мы и пойдем, и поговорим вот об их отношениях к запредельному, потустороннему, о религиозных представлениях. Эти две картинки, которые сразу вам должны дать некое чувство на уровне эстетического, да, насколько разные у них представления о потустороннем. Да. Вот божество, каменный рельеф ассирийской эпохи. И вот перед вами тоже рельеф, но расписной, из гробницы Нефертари, на которой вы видите саму Нефертари и ведущую ее Исиду, богиню Исиду. Но вот даже на уровне эстетическом, если просто вы ничего не знаете про эти культуры, вы же видите, что тут какое-то разное чувство запредельного. Оно же чувствуется как разное, как музыка разная, да? Ну вот об этом я буду говорить. Это такой маленький спойлер того, что я хочу вам рассказать. Что цивилизации близкие, они контачат с какого-то момента, не сразу. К счастью, они на первых этапах развиваются без контактов практически друг с другом, по-видимому, или без каких-то серьезных контактов, по крайней мере. Вот. И поэтому у них очень свое лицо, очень уникальное. Вот ни с кем не спутаешь. Египтян не спутаешь ни с кем вообще. Равно как, собственно, и шумеров. Их можно спутать только с их последователями, те, кто у них все взяли. Вот это максимум, как мы можем ошибиться. Ну, начнем вот, собственно, с цивилизации древнего Шумера, да, возникающей в долине рек Тигр и Ефрат. Речная цивилизация, как и все первые городские цивилизации, будь то цивилизации в долине Инд, будь то цивилизации древнего Китая, это всегда речная цивилизация, зависимая от рек. Ну, вот эта цивилизация возникает на не очень благоприятных почвах, да, они частично, это засушливые такие полустепи, полупустыни, а частично заболоченная местность, да. Вот тут вот в районе Персидского залива, внизу вы видите, мышку двигается, в районе Персидского залива, вот здесь первые города возникают, Ариду, Урук, Ур, Лагаш, и... Ну, как бы вот у шумеров была тяжелая очень судьба, в том смысле, что им достались такие земли, где все время надо было бороться за урожай. Вот борьба за урожай – это про них. Египтянам повезло значительно больше, у них прямо просто рай, житница Востока. А вот шумерам надо было все время бороться за урожай, потому что, несмотря на то, что реки, особенно Ефрат, разливались и несли плодородный ил, и за счет этого плодородного ила, за счет этих аллювиальных отложений, земля на самом деле сама по себе очень-очень неплодородная становилась, ну, чем-то таким, что можно таки возделывать, но при этом у них была куча проблем. Во-первых, реки разливались крайне нерегулярно и очень неконтролируемо. То есть у них была то засуха, то наводнение. Причем наводнения у них были такого масштаба, что полностью прерывалась их цивилизация. Да? Вот эти 3-метровые слои ила в археологических раскопах, они говорят очень красноречиво, что такое наводнение в этой цивилизации. Поэтому именно в этой цивилизации возникает миф о потопе, который уничтожил все, и спаслись только одна семья праведников. Да? И вы помните, откуда этот миф, он возник именно в этой цивилизации, но как этот миф туда попал, в Библию. Ну, конечно же, вы должны вспомнить, что откуда Авраам должен был выйти, чтобы начать свое путешествие, стать прародителем избранного народа. Из Ура, товарищей Халдейского, который находится вот здесь, вот почти вот на самом берегу Персидского залива, максимально близко. Один из самых древних городов шумеров. Вот из Ура Халдейского он вышел, и, разумеется, вот эти все сообщения этой цивилизации, да, они были общими для этих народов. Потому что это один и тот же регион распространения смыслов. Да? А потом куда пошел Авраам из Ура Халдейского? Ходил. Где он оказался? В Египте он оказался еще. Кроме того, Египет еще посещал. И эти данные, пусть для вас будут, кроме того, что там фактом, пусть они будут еще метафорой того, как развивалась история избранного народа. Вот они, этот избранный народ семитский, да, они кочевали между этими двумя великими, огромными цивилизациями, мощными, иногда страшными.
иногда прекрасными, но они ходили между Месопотамией и Египтом, и, конечно, не воспринять оттуда смыслы не могли. 400 лет, как минимум, да, египетского плена, рабства, называйте это как хотите, тоже не прошли даром же, конечно, не в том числе брожение, бесконечное брожение и кочевание между городами, великими городами культуры шумеров, вавилонян, аккадцев и ассирийцев. Поэтому перекрестные сюжеты там везде, и поэтика там повторяется, и исследовать это крайне интересно, но мы сейчас не об этом. Но это вы себе тоже заметьте. Ну вот они сражаются с этой водной стихией, у них то потоп, то засуха, их почвы не очень хорошие, и вода не очень хорошая, постепенно почвы подвергаются засолению. То есть если их все время вот ирригацией промывать водой, они постепенно еще засаливаются, и, видимо, из-за этого погибла третья династия Ура. У них просто наступила какая-то вот экологическая катастрофа, был постоянный неурожай, и они не смогли уже справиться с этим. И так умерла шумерская культура, судя по всему, да? Ну, то есть им сложно, им все им приходится заниматься ирригацией, рыть каналы, чтобы отводить воду на поля, и рыть дамбы, чтобы не допустить наводнений. И строили они все, что было ценное для них, на искусственных насыпях. То есть это такой народ шумеры, который пришел неизвестно откуда, нам пока неизвестна их прародина, это вообще очень загадочный народ, ни их язык не похож на все остальные, не родственен никакому, ни их прародину не удалось пока с точностью установить, есть лишь некоторые теории, но вот ясного понимания нет. Они приходят на эти земли и начинают на насыпях возводить свои храмы. Да? Постепенно вот эти, собственно, земли, так они выглядят примерно. Ну, видно, что они очень плодородные, что они черноземы. Да? Это очевидно, и объяснять не надо даже, что здесь, в общем, не так хорошо, как у нас. Да? Вот эти, собственно, первые шумерские, да, но что-то у нас не получается такая великая цивилизация никак, как у них. Что-то мы делаем не так. Вот, собственно, эти первые шумерские статуэтки, которые показывают нам человека перед богами, потому что это так называемое изображение адорантов. Вот их вот эта поза, сложенные руки, это молитвенная поза. Да? Они находятся перед чем-то священным и изображают себя перед чем-то священным. У них огромные раскрытые глаза, ну, с одной стороны, это символ мудрости в этой цивилизации, но с другой стороны, мне хочется здесь еще чисто психологически видеть вот это вот ощущение у них, что они это священное созерцают непосредственно, да, что это не что-то мистическое, таинственное, что может появиться в каком-то очень тонком, сложном и особенном мистическом откровении, а то, что перед ними предстоит зримо и даже как бы материально. Да. Возможно, мы можем прочитать так эти их огромные глаза, пытающиеся охватить то божественное, что им открывается. Да? Ну, теперь мы должны понять, как они представляли себе божественное. Это такое прото-шумерское поселение, чтобы вы представляли, как они жили. Вот небольшие такие хижины жилые, такие маленькие загончики тростниковые для скота, кругленькие такие. Вы видите, да? И вдалеке, это даже не город, это, собственно, храмовый комплекс, сердце города, от которого потом город-то весь и пойдет. Храмовый комплекс, и возвышается над стенами вот эта собственная храмовая башня, на которой находится главное святилище, или зиккурат. Выглядит он примерно следующим образом. Это вот еще план города. Мы можем увидеть сверху город, вот такая реконструкция, и вы видите, да, что вот это в центре, это храмовый комплекс, это не город, это храмовый комплекс, а вокруг вот эти дома с внутренним двориком, очень типичные восточные, которые до сих пор на Востоке воспроизводятся, да, дома, которые наружу могут не иметь даже окон, только дверь, а вот во внутренний дворик открывается окна и выходы. А вот, собственно, в центре этот храмовый комплекс и сердце храмового комплекса, это вот эта священная гора Зиккурат. Разумеется, у всех, кто видит впервые Зиккурат, возникает, или не впервые, возникает искушение сравнить это с египетской пирамидой и сказать: о, это же то же самое, но это совсем не то же самое, это нечто прямо противоположное. У них общего только то, что их можно вписать вот в пирамиду, да? Но их символика, их значение, их назначение, они чуть ли не противоположны. Да? Что такое зиккурат? Это действительно искусственная гора, то есть это глинобитная платформа, он внутри не полый, там нет внутренних никаких помещений. Это реально гора, вот как ваши дети из песка строят горки, вот это такое и есть. И глинобитная платформа,
которая обложена необожженным кирпичом. Обжигать просто нечем, потому что, чтобы обжигать кирпичи, надо огромное количество топлива. Для этого у нас должна быть древесина. А у них древесина отсутствует. Как самое ценное, что было у древнего Шумера, это дверь и балки деревянные в дому. И они передавали их друг другу по наследству, и когда переезжали, они бросали эти свои кирпичные дома, потому что кирпичей сырцовых, которые не обожжены, можно напечь в любой местности, потому что везде под ногами глина, и ничего кроме глины, собственно, нет. Или, ну, и камня даже нормального нет там у них строительного. Вот в чем проблема. Кирпичей напечешь ты везде, просто надо формовать глину, перемешанную с соломой и песком, и давать ей высохнуть на солнце, поворачивая время от времени. Это легко. А вот перекрытие, да, балки, перекрытий и двери деревянные, это самое ценное, что есть. Они обязательно забирали с собой, и вообще это была самая большая ценность, потому что это очень дорого и очень сложно. Это привозной товар издалека, это целые экспедиции. Воспетые, между прочим, в их эпосах и белинах, вот эти экспедиции за лесом, это просто один из главных сюжетов их былин и эпосов великих, например, эпоса о Гильгамеше. Ну вот, собственно, это храм, да, это глинобитная платформа, которая имеет ступенчатую форму. У шумеров это всегда 3 ступеньки и не больше. Потом вавилоняне сделают 7-ступенчатый зиккурат в центре своего города Вавилона под названием Этаминанки. И вот, собственно, этот зиккурат 7-ступенчатый, 90-метровый, очень высокий, на абсолютно плоских пространствах, да, на абсолютных равнинах, конечно, вызывал восторг, трепет, все, что хотите, ужас для равнинного жителя. И именно он лег в основу легенды о Вавилонской башне, разумеется. Да, никаких других возможностей там о чем-то рассказать, в общем-то, там и нет. Это есть зиккурат, великий зиккурат Этаминанки. Но вернемся к нашим шумерским зиккуратам. Они 3-ступенчатые, глинобитные платформы, по ним ходят снаружи. То есть все хода – это вот такие пандусы, и частично, возможно, лестницы, но большей частью пандусы, которые находятся на внешней поверхности зиккурата, то есть как на нормальной горе. Да? Вот это и есть гора, их попытка воссоздать священную гору на абсолютно равнинном пространстве. Это, возможно, намек на то, что они пришли из горной местности, да? Потому что по их легендам и их верованиям их боги живут на вершинах гор и изображаются на вершинах гор. Когда они не могут изобразить гору, они просто клинописный знак горы вставляют вниз, как некий орнамент, как вот некий декор. Да? Нам кажется, что это такие красивые штучки просто. На самом деле это клинописный знак, который показывает, что это горы, горы, горы и горы. Вот, возможно, это попытка воспроизвести что-то со своей прародины. Да? Мы не знаем на самом деле, это ясно. Но он на самом деле, чтобы вы понимали, этот зиккурат это не что-то, что можно назвать устремленным в небеса. Да? Это очень приземистое, он снизу выглядит как нечто такое приземистое, крайнее, очень большое, но не вертикальное, а скорее горизонтальное нечто. Да? Вот, может быть, даже немножко давящее, да, каким-то образом. Ну, давайте посмотрим. Да? Вот это вот великий зиккурат Ура, это то, что от него осталось на данный момент. Да, к сожалению, верхнего святилища не осталось, никаких вообще остатков от него, а это его реконструкция. Но я хочу вам еще показывать, потому что тут все очень важно. Да? Как они видели, в чем назначение этого зиккурата? Ну вот где-то здесь, в этом верхнем святилище, в Гепаре, например, в этом верхнем святилище обитает божество. У каждого шумерского города был свой бог-покровитель, из которых потом, чуть позже, когда они начнут уже там объединяться, когда у них будет завоевание, когда будет объединяться там множество городов под властью одного, из которых потом возникнет вот этот пантеон шумерских или месопотамских богов, про который вы можете прочитать в любой энциклопедии. Там, пантеон месопотамских богов. Надо понимать очень ясно, что никакого пантеона у них не было. У каждого города был свой бог, личный бог-покровитель. Да? Были какие-то общепочитаемые боги, но их не очень много. И вот как они представляли себе покровительство своего бога? Они представляли его себе присутствующим в городе не символически и не мистически, а вполне телесно и реально. Да? Либо он прямо ночует вот в этом, вот в этом верхнем покое. Это его комната, его обиталище. Он приходит туда, да, и там его можно узреть. Ну, не всем, потому что туда пускались только жрецы, но он там находится телесно, физически. Либо, да, он обитает в своей статуе, в своем идоле, потому что они изготавливали из драгоценных материалов, из дерева, из слоновой кости, иногда из камня, с инкрустациями статуи своих божеств.
И дважды в день они их переодевали настоящей одеждой, очень дорогие, кормили, приносили им настоящую еду, там всячески умащивали, благовония. То есть относились как к живому объекту почитания. Да? Интересно, что так же, как к Богу, они относились вот по аналогии к царю своему, то есть ту же самую пищу, которую ело только что божество, подавали на стол царю. Мы так можем узнать даже потом, что они ели, потому что остались списки того, что потребовало божество себе как бы к столу, то, собственно, то и ел царь после этого. И вот это божество, находясь на вершине зиккурата, оно оттуда просто обращается к людям и, в общем, свою волю диктует, управляя городом. Да? Но понятное дело, что не напрямую это божество обращается к людям, а обращается к людям через своего главного генерального секретаря, которым, конечно же, был правитель шумерского города. На ранних стадиях это Эн или Энси, потом Лугаль. Это такие очень сложные должности, которые сейчас я не буду расшифровывать, но это особенное все. Но так или иначе, должность правителя в этом городе, это должность такого посредника между божеством и людьми. Он тот, кто гарантирует, да, соблюдение божественных указаний в человеческом сообществе. Вот это его, собственно, царская эта доля. Ну давайте еще посмотрим на эти зиккураты, чтобы вы поняли, что это не что-то рвущееся вверх, возносящееся к звездам, к небу, к чему угодно, да? Это что-то крайне приземистое. Вот посмотрите вид Земли, совсем же по-другому он чувствуется, да? Ну вы чувствуете, да, не готический собор, ну, мягко говоря, да? Это как бы другая идея. Да? Это скорее нисхождение чего-то на землю, в лучшем случае. Да? Если мы хотим понять, что здесь происходит на уровне таком архетипическом. Что-то не сходит на землю и заливает ее всю, да? Своей властью, своей силой, своей энергией. Ну вот как-то так мы можем прочитать этот образ, никак иначе нам не дает форма это другой возможности прочитать ее. Да? Вот зиккурат другой, в Дурумташ, вот вы видите, да, эту искусственную гору. И я хочу теперь показать, же, вы должны теперь немножко заметить, как это повлияло на архитектуру 20 века. Кто-то уже увидел, да, вот это вот как бы такие отреставрированные, очень сильно отреставрированные, я вам скажу, ну, правда, тем же самым материалом, тем же сырцовым кирпичом, аутентичным, из той же самой глинистой почвы. Вход в зиккурат, но это вам ничего не напоминает? Вопрос к москвичам особенно. Умнички ж мои, понимаете? Я думаю, что здесь происходит какое-то, да какое там сперли, это называется обнажение приема. То есть каким-то образом, да, это вот, ну, это как будто бы, ну, это правда, вот я понимаю, что это строилось в те года, когда еще четко там вот про, наверное, не все понимали про месопотамскую-то религию, идеологию, но для меня это чистое обнажение приема, да. Но при этом используется это как египетская пирамида, да, потому что нормальное назначение египетской пирамиды, ее главное назначение – иметь внутри себя, а не снаружи что-то, внутри себя иметь внутреннее помещение, в которое должна храниться, да, тело, в которое сохраняет тело царя, сохраняет его для вечности. Ну, это просто что-то невероятное, да? Когда вы понимаете, как слились два этих противоположных образа, месопотамский великий зиккурат Ура, с которого стояли полубоги, да, нам махали там во время парадов. Но это просто, я не знаю, это просто настолько по-шумерски, я бы сказала, что это третья династия Ура, Ренессанс. Вот. Если вы что-то знаете о третьей династии Ура, то вы должны понимать, что это первый тоталитарный режим на земле со всей красотой, лагерями, национализацией производства, экономики, талонами на еду, я не шучу, разработанным рационом для каждого работника, и выдавался строго по талонам. Талоны были, конечно, не бумажные, это были всякие глиняные таблички, но не важно. Важно, что система одна и та же, и это тоже все загнулось и погибло очень катастрофически, просто все развалилось. Но вот это, я не знаю, я могу бесконечно на это любоваться, потому что это просто, по-моему, Пелевин вот сплошной. Я думаю, что ему пора переставать вообще писать, потому что все, что он пишет, давно уже сбылось, и сбылось в гораздо более неожиданных формах, чем он может додуматься. Хотя он, кстати, эксплуатирует эту идею, разумеется, он склонен к анализу мифологии, и очень здорово у него это получается, надо дать ему должное, крайне иронично и метко. Но вот тут вам тоже хочу это показать, и пойдем дальше. Да? И вот эти боги, да, боги, правящие шумерами, и потом Вавилоном будут править примерно такие же боги, чуть другие, но неважно, они абсолютно имеют одно и то же лицо. Вот у них, в общем, одна определенная какая-то вот такая харизма.
Да, анунаки, в данном случае это ассирийский рельеф, божества стоят рядом с деревом жизни. Это уже очень поздняя стадия, но у шумерских очень мало сохранилось. Они вот свою волю диктуют через царя городу, он ее исполняет, да, а люди, они такие, ну как бы вот, ну кто они такие? Ну вот для того, чтобы понять, кто такие люди в этой цивилизации, надо понять, как сами мифы их, да, былины, эпосы рассказывают о сотворении людей. Да. Там все время повторяется одна и та же потрясающая история. Вся разница только в количестве подробностей. Где-то подробностей много, где-то подробностей меньше. Ну, мы можем взять, там, например, сказание об Атрахасисе или Энума Элиш, вавилонскую поэму, и посмотреть, что там нам сообщают о творении людей. Люди, конечно, сотворены были божествами. Это обычно либо мать богов творит их, либо Энки, бог мудрости, он же Эйя. Он творит их из глины, разумеется, это очень типичная, архетипическая просто версия. Но во всех этих историях, когда человека творят из глины, в том числе в библейской, туда что-то подмешивается, да, потому что человек это не только материя. Все эти истории нам говорят о том, что человек это, конечно, материя, прах земной, глина, очень пластичная, пока не засохнет. Когда засохнет, ее мять бесполезно, она превращается потом после этого только в песок. Можно кирпичей напечь, можно изваять какую-то статую, можно таблички и текст туда не нанести. Но, в общем, такой очень пластичный материал глина. Но для того, чтобы возник человек, нужно что-то еще. Обычно из глины чистой творятся только какие-то демонические, сказочные существа, там всякие в их эпосах, чисто из глины. Нужно что-то еще, да? Что-то, что и будет не сводимо к материальному, к материи, вот этому праху земному. Потому что глина – это лучшая метафора материи, наверное, в этом мире. Самая сильная и самая играющая, работающая. И туда обычно что-то подмешивают. Да, обычно подмешивают. Ну, например, согласно поэме, вавилонской поэме Энума Элиш, которая относится к примерно, ну, по разным данным, либо к XVIII веку, скорее всего, до нашей эры, либо, возможно, к XVI, XIV, вот в этом промежуток. Некоторые так ее атрибутируют, но очень древние, одним словом. Да? Там рассказывается история о том, что когда людей творили, туда подмешали кровь Бога, одного из божеств таких очень особенных, надо сказать, принесли в жертву и, замесив глину на крови божества, ну, некой божественной энергии, мы должны, конечно, понимать, что кровь божества – это некая божественная энергия, да? Вот некая божественная субстанция. Замесив эту вот глину эту, сотворили человека. Вопрос, для чего богам? Они там до этого прекрасно друг с другом разбирались, мочили друг друга, свергали, разделяли на части, делали мир из частей друг друга. В общем, они там замечательно проводили время. Им, в общем-то, человек был не нужен абсолютно. Но вдруг у них появляется необходимость. Необходимость следующая, кто-то должен работать. Этот мир устроен так, что чтобы его возделывать, нужно очень много рыться в этой глине. Нужно рыть каналы, строить дамбы. Чтобы построить храм, тоже надо рыться в глине. Там они все время роются в глине. Это цивилизация людей, которые без конца рылись в глине. Чтобы написать текст, нужна глина. Чтобы построить дом, нужна глина. Чтобы заниматься сельским хозяйством, та же самая глина, да, но только политая водой. Вот это бесконечное рытье в глине. Богам, конечно, совершенно не хочется это делать. Они вначале своих же принудили, там, покоренных. Одно поколение богов, младшее, принудило старшее поколение. Но они, в конце концов, старшее поколение, взбунтовались, эти несчастные гиги, которые тысячелетия рыли котлованы и света белого не видели. Взбунтовались, младшее поколение богов подумало, да, что-то нехорошо мы с ними. Сотворим же себе работников, решили они, и сотворили их, и сотворили людей. И людям было дано вот такая заповедь, да, это очень хорошо видно в поэме Энума Элиш, чтобы они, значит, рыли каналы, строили храмы, устанавливали жертвенники богам, молились, почитали. А если что не так, то что происходило потом? Если люди вели себя плохо, что происходило? Потоп, разумеется, потоп. И так и произошел первый потоп, согласно шумерской мифологии. Бог Энлиль, уж непонятно за что, не объявляются причины, прогневался, собрал совет богов, решили, что мы их уничтожим, уничтожили, но бог мудрости Энки, который, собственно, и создал людей, он их пожалел, и одному из праведников, тому самому Утнапиштиму, или Зиусудре, или Атрахасису, если просто сказать о нем, что он многомудрый, то будет тогда получится имя Атрахасис.
Вот ему открыли эту тайну, тайну потопа. Он построил ковчег, который выглядит не как корабль, а как зиккурат, он квадратный, абсолютно построил, и на нем, в общем, сохранил. Дальше все, как библейская история, повторяется с некоторыми отхождениями, но очень интересными. Сейчас мы об этом не будем. Если захотите, полюбопытствуйте. Это 11-я табличка эпоса о Гильгамеше. Это самая знаменитая история о потопе, которая значительно древнее библейских историй. Можно найти там, вот, собственно, сходства и различия. Они совершенно потрясающие. Но вот это отношение, да, к судьбе человека. Вот его задача рыть и строить, если что не так, потоп. А что не так, даже мы не знаем, что там было, почему был потоп, смыл землю и смыл всю цивилизацию. И для этих же людей это было не фигурально, у них реально были потопы, которые смывали всю цивилизацию. Ну, по крайней мере, прерывали жизнь в городе на достаточно какой-то существенный срок и существенным образом. Есть фигура царя, совершенно интересная фигура. Перед вами статуя, вот сидящая статуя Гудеа, а слева перед вами часть, верхняя часть стеллы с законами Хаммурапи. Вавилонский царь Хаммурапи, один из самых великих правителей этой цивилизации, получает законы, это вот типичная функция царя, получает законы от солнечного божества Шамаша, которые он обязан, ну, как бы исполнять на земле, быть гарантом их исполнения людьми. Да? И вот у нас получается такая интересная система, да, что есть вот как Бог, владелец этой земли, взирающий со своей башни Зиккурата на свои владения. Есть его генеральный секретарь, правитель города Энси или Лугаль. К какому-то моменту эти функции сольются, просто будут неразличимы. Функции жреца и функции военачальника сольются в одном человеке. И он гарантирует исполнение людьми тех законов, которые требуются кому? Да богам же самим и требуются. Да? Вот, то есть получается такая вот какая-то, ну, не очень радостная судьба. Да? Вот, как бы, ну, сами видите, что экзистенциально тяжелая ситуация. И поэтому у них очень интересное было осмысление этой позиции. Ну, например, эпос о Гильгамеше, а самый древний эпос на планете Земля, одно из самых древних литературных произведений большой формы, по крайней мере, самое древнее точно, если мы берем большую форму литературную. Да, мы видим уже героя, впервые героя человека, а не Бога, который творит там мир или что-то делает. Мы видим героя человека, который сразу бунтует против богов. Да, вот эта вот позиция человеческой судьбы, она его не устраивает, он пытается бунтовать, очень интересно, забавно и как бы разнообразно. И это тоже что-то говорит нам об этой цивилизации, да, об их мироощущении. Но для того, чтобы понять окончательно судьбу человеческую в этой цивилизации, мы с вами должны спросить, ну хорошо, ну жизнь вот сложна, мы это и так знаем, да, мы себя примерно так и чувствуем, что нас загнали в котлованы, называется работа, офис. И вот там вот, в общем, попробуй только отвлеки, сразу потоп и все. Это, в принципе, не новость, да, не шумеры же только так жили. Очень многие так живут на самом деле люди. Вопрос в том, а что потом, да, есть ли какое-то представление о масштабе человеческой судьбы. Вот если их потустороннее проявляет себя в жизни повседневной вот таким образом, как некая сила, которая раздает приказания, выдает закон, закон надо сохранять, закон надо воспроизводить, да, от закона не надо отвлекаться, то что потом? Есть ли у человека какое-то другое измерение? У него же душа есть, он же не только состоит из этой глины, да, он же состоит еще из какой-то божественной энергии, да, вот этой вот вложенной в него. Куда она отправится? Ну, разумеется, они верили в бессмертие души, кто же в нее не верит? Все народы, все культуры так или иначе воспроизводят одну и ту же историю о бессмертии души, без исключения. Но вопрос в том, как они представляли себе бессмертие, это тоже очень интересно, да? При том, что эта цивилизация, ну, достаточно сложная, но представления о душе у них такие. Да? Вначале я хочу рассказать вам миф, который описывает вот тот мир, в который спускается душа после смерти. Да? Миф, который прольет свет как на посмертную судьбу человеческую в этой культуре, так и на их ощущение, что такое их боги, что это за силы, какова их природа, какова их психологическая природа. Да? Посмотрим на одно из центральных божеств их пантеона, на богиню Иштар.
Она же Инанна, шумерская Инанна, имя ее, да, семитская Иштар, она же потом Астарта, Аштарет и так далее. Все производные. Божество невероятно важное для них, потому что она является символом плодородия, символом той силы, которая позволяет вообще жизни продолжаться, земле рождать, людям рождаться, да, вот это все. Воспроизведение жизни на земле – это ее прерогатива, да. Некоторые исследователи шумерской, месопотамской вообще шире религии рассматривают образ Инанны как образ вот такой божественной энергии, да, потому что божество – это всегда мужчина все-таки, имеющий мужскую природу, но оплодотворяет как бы этот мир. Но вот эта божественная энергия, энергия плодотворения, энергия жизни, энергия плодородия, она персонифицируется в виде вот такой вот богини Иштар, которая богиня любви, телесной любви в том числе, но при этом раздора и войны. Да? Ну просто у них так нельзя сказать, как у греков, ясно, к чему Бог привязан, какой функцией он обладает. У них так все очень размыто. Но при этом это удивительная Инанна, которую описывают как светлая дева, сияющее серебро, там у нее такие всякие прекрасные сияющие эпитеты, но она является постоянной концентрированной проблемой этой цивилизации. Она постоянно появляется в мифологии только для того, чтобы что-то такое сделать, чтобы все потом боги и люди решали эту проблему. При этом воспевают ей в конце гимны: «О, светлая дева, там, светлое серебро». При этом творит она какие-то совершенно не светлые вещи. То есть это такой образ стервозный очень, крайне привлекательный, потому что она же главная красавица, она же, собственно, прототип Афродиты. Но при этом, Афродита, вы помните, из чего она родилась, как родилась. Обстоятельства рождения богини любви, вот Афродиты, ее, конечно, Боттичелли очень красиво изобразил. Едет такая блондинка, красавица, косы, кудри в ракушке. Но если вы помните, из чего она возникла, как она возникла, да, то она немножко красавица уже по-другому предстает. Она уже немножко так похожа на Иштар вот в этот момент. Прямо она ею так тут же оборачивается, не теряя своих золотых кост, почему бы нет? Почему бы не золотые? Все может быть, да? Ну вот она тут в такой позе стоит, вы видите, в какой красивой? Это оттиск цилиндрической печати. Но чувствуете же, что это за богиня такая, каков ее характер? Не надо же вам тут объяснять, да, что это не какая-то такая вот мать, покровительница, защитница чего-нибудь. Она вообще не мать. Она вот как здесь стоит, вот так и стоит она. Да? Вот видите, вокруг нее вот эти стрелы, это лучи сияния, крылья, на ней рогатая тиара, которую носили их боги. Что оно такое, мы не знаем, она ни одна из них не найдена ни в каких археологических находках, но вот эта вот рогатая тиара с бычьими рогами, да, ну вообще красота невероятная. Расскажу вам некий миф о ней. Однажды Инанна, будучи богиней, правящей землей, конкретно городом Уруком, это ее город, в котором она и ее отец Ану, бог неба, небесный бог, являются главными богами-покровителями. Вот ей мало того, что она, во-первых, богиня земли, ее почитают в каждом шумерском городе, это как раз общешумерское божество. И того, что она богиня еще небесная, у нее есть своя планета, Венера, конечно, это ее планета, потому что астрологию заимствовали все народы от вавилонян. Они ее изобрели, они все там сделали, поделили год на 365 дней, на 12 месяцев, это все они, 12 знаков зодиака, это все от них, некоторые зодиаки выглядят и называются точно так же, как назывались у них. То есть это вот их заимствование, поэтому тут и распределение богов по планетам тоже типично вавилонское, абсолютно без исключений. А только имена стали другие, потому что там же все-таки другие имена в Европе были, а боги те же примерно. Но вот ей мало этого небесного владычества, ей мало быть владычицей земной, она хочет быть вот еще владычицей морской, но не морской, а подземной, потому что у нее есть сестра Эрешкигаль, которая стала владычицей, когда боги разделили между собой мир, она стала владычицей подземного мира, который по-шумерски называется либо Иркала, либо Кур. Это подземный мир, и вот он выглядит именно как подземный мир. Вот представьте себе огромное подземное пространство, да, куда ведет сложный путь. И там, в общем, туда и спускаются души мертвых. Там на троне из костей сидит сестра Инанны Эрешкигаль, которая выглядит неизвестно, как ее мало изображали. Возможно, вот это ее изображение, это очень известный рельеф из Британского музея, который называется «Царица ночи», просто потому что атрибутировать точно изображенное на нем божество не представляется возможным. Потому что у него есть как признаки Иштар,
причем очень существенно. Вот если закрыть по колено, все, вот типичная Иштар, она так и изображается, в такой позе, в таком виде, с вот этими двумя символами в руках, с крыльями, вот эта вот шапка на ней, все, тиара вернее, все как надо, на львах, льве ее животное, видите, тут она тоже льва попирает, но вот эти птичьи лапы, наличие сов, которые вообще не появляются в этом искусстве никогда, просто никогда. И то, что когда-то этот рельеф был раскрашен, там остались остатки пигмента, фон был черным, ее тело было красным. Вот это красное тело на черном фоне, ну как бы вот немножечко Иштар, она, конечно, вот с красным телом нормально, но совы и черный фон позволяют исследователям предположить, что также это может быть образ вот этой ее подземной сестры Эрешкигаль. Непонятно, поэтому там ее называют, и называют ее поэтому просто царица ночи, потому что там была очевидно ночь на фоне, вот это весь черный фон был. Возможно, это изображение Эрешкигаль. Давайте сейчас ее так представим в таком виде. Вот она спускается к ней в подземный мир. Но Эрешкигаль тоже не лыком шита, она понимает, зачем Инанна идет. Инанна никогда по-хорошему не ходит, она то ходит украсть таблички судеб, то еще что-нибудь там, она у нее какие-нибудь задачи интересные, от которых то будет с быком сражаться кто-нибудь, то, в общем, будут ее откуда-нибудь вызволять, то таблички судеб отнимать. В общем, будет бесконечная какая-то проблема. Вот. И она спускается в этот подземный мир, а Эрешкигаль приказывает на каждом, там 7 ворот ей надо пройти, 7 врат подземного мира, на каждой из врат снимать с нее один из ее магических амулетов, которые как бы, ну вот, в общем-то, вместилище ее силы. И в результате, когда она спускается в Нижний мир, где сидит ее сестра на троне из костей, ее сестра Эрешкигаль убивает ее взглядом, жутко на нее смотрит, убивает взглядом, вешает тело на крюк, дело сделано. Таким образом, плодородие погибло, жизнь на земле остановилась, но она сама этого хотела, куда полезно, зачем? Потому что они называют этот мир, эту Иркалу, этот Кур, этот подземный мир страной без возврата. Кто туда спускается, вернуться обратно не может, даже боги. Даже для богов это верно. Там у них очень сложные были схемы, чтобы выйти из этого подземного мира. Есть прецеденты, но схемы невероятно сложные. Вот и Инанна висит там, значит, Иштар висит на крюке ее тела, но прежде чем спускаться в Нижний мир, она говорит своему визирю, да, говорит о том, что если через 3 дня я не вернусь, ты отправляйся к моим родственникам, к божествам других городов и проси у них помощи по очереди. Она говорит, в каком последовательности идти, потому что она чувствует, что все откажут. Уже все нормальные, все понимают, что она сама нарушила закон, сама пошла против того же установления, которое они сами когда-то установили, да, вот как бы эти законы нельзя нарушать никому. Вот, и действительно так и происходит, только бог мудрости Энки понимает одну вещь, что он, конечно, должен отказать искать, она сама туда пошла, но если она оттуда не выйдет, то жизнь на планете остановится, жизнь на Земле остановится. Она – это сила плодородия, она – это божественная энергия, которая тело Инанны, не буду подробности рассказывать, оживляют ее с помощью травы жизни и воды жизни. И вот она уже говорит, ну фух, пронесло, и хочет выйти из подземного мира, но сами боги, анунаки, становятся у нее на пути и говорят, тот, кто вошел в подземный мир, не может его покинуть, ибо это страна без возврата. Единственная возможность покинуть этот мир – отдать за себя кого-то другого. Ибо сколько у них такой бухгалтерский учет. Они это, в общем, это, собственно, та самая цивилизация, которая придумала бюрократию. Чтобы вы понимали, это именно та самая. Поэтому у них бухгалтерский, сколько по ведомости вошло, столько по ведомости осталось. Поэтому, если ты хочешь выйти, ты должна как за кого-то за себя предложить. И вот Инанна Иштар, она выходит из этого подземного мира, ее окружают жуткие демоны Галу, которые ждут, на кого же она укажет, и кто вместо нее отправится в подземный мир. Да? Она идет по земле и идет вот этим к своим, значит, родичам, к богам, царям городов. Но они очень правильно себя ведут, они все впадают в траур, они рвут на себе, посыпают голову пеплом, одевают в рубище, то есть они по ней уже скорбят. И она ничего не может с ними сделать. Они как бы вот эти вот ритуалы все правильно делают, да, и нет ее силы над ними, да. Мертвых нужно почитать, и они почитают, и мертвые не могут ничего сделать против них. Она идет из города в город, везде наблюдает одну и ту же картину, они скорбят, посыпают голову пеплом, она ничего не может сделать. Она подходит к городу, где живет ее супруг. Ее супруг, бог Думузи, правящий в городе Бат-Тибира.
А он, чтобы вы понимали, он бог умирающей и воскресающей растительности. Но к этому моменту он еще не знал, что он бог умирающей и воскресающей растительности. Он был просто богом-пастухом, покровителем пастушеского дела. И так он когда-то Инану в споре получил, влюбившись в нее. И, в общем, она его законная супруга. А когда к тебе идет богиня, твоя законная супруга, то, конечно же, посыпать голову пеплом негоже. Думает бедный Думузи, садится, надевает самые красивые праздничные надежды, садится на трон, потому что он царь, он встречает свою любимую супругу, царицу и богиню, а ей это не нравится. Она говорит примерно следующее ему, да, что ах, ты тут празднуешь, тебе тут хорошо, вот он и пойдет за мной. Демоны бросаются на него, он пытается убежать, все боги помогают его, превращают его то в зайца, то еще в кого-то. Тут все волшебные сказки вспомните, как герой убегает, превращаясь в разных животных. Но в конце концов все-таки его рок настигает, демоны утаскивают его в подземелье, но у него есть сестра Гештинана, которая вступается за него и говорит, давай я пойду за него полгода. И тогда, вот дальше интересно, дальше собирается совет богов, и Инанна, Иштар, заварившая всю эту кашу, выносит решение на этом совете. Она говорит, рассужу я так, что полгода тогда давай будет Думузи под землей в Нижнем мире, а полгода его сестра Гештинана, которая станет песцом в этом мире и будет держать в руках таблички судеб. Вот так они решили, и так ее муж стал богом воскресающей и умирающей растительности. Он уходит в конце сезона под землю, а потом с новыми ростками, да, появляется на земле. Да. И вот, казалось бы, если Бог смог умереть и воскреснуть, да, если проходит этот цикл, то, наверное, у людей какая-то тоже такая судьба. Но если мы посмотрим, что ждет людей в этом мире, мы увидим интересную вещь, да, что никакой посмертной судьбы, кроме обитания в подземном мире Эрешкигаль, они не ожидали. Если мы посмотрим на тот же эпос Гильгамеша, на его 12-ю табличку, или на вот эту полную шумерскую былину, которая называется Гильгамеш и дерево Хулупу, или Инкиду и Нижний мир, то мы увидим описание Нижнего мира. Да? Друг, брат, побратим Гильгамеша Энкиду, вызванный им из подземного мира, он умер, попал в подземный мир, и Гильгамеш вызывает его дух, чтобы узнать, каково там в подземном мире, и он ему рассказывает, каково там, как вот себе представляешь подземный мир, вот там мы сидим, значит, эти души в подземном мире, и, в общем, питаемся отбросами, и пьем вот на грязную воду, это все, питаемся прахом земным. А если же у кого-то есть потомки на земле, если у кого-то есть сыновья, и они приносят жертвы заупокойные, вот эту еду, которую они приносят, мы можем там иногда получать. То те, у кого там 7 сыновей, вот те иногда пьют чистую воду и едят свежий хлеб. Никому там не хорошо в этом мире. Там единственное, что это можно наладить свое питание немножко. Если ты оставил много-много сыновей, девочкой не считаются. Как будто прям сыновья этот хлеб пекут. Вот сыновья за тебя будут отправлять какие-то заупокойные службы, да, известно даже какие примерно, и ты тогда будешь получать питание, сверх этого ничего. Да? И когда Гильгамеш, знаменитый герой этой цивилизации, он протестует против судьбы вот смертного, против того, что человек после жизни на земле уходит под землю, исчезает, и он плачет, и там удивительно у него экзистенциальный кризис, когда он говорит, неужели так же, как Энкиду и я умру? Неужели же вот как бы ничего на земле не останется от меня, стану прахом и спущусь туда? Он идет искать тайну бессмертия, открывать, да? Он идет за бессмертием, он идет, чтобы найти бессмертие, и все, начиная от богов и заканчивая людьми-скорпионами, кто бы они ни были такие, говорят, невозможно смертному получить бессмертие, ибо боги не сотворили бессмертие для смертных. Но он настоящий экзистенциальный герой, покруче всех экзистенциалистов 20-19 века. Он говорит, нет, пойду в темноте, в неизвестности, я пойду, потому что не могу сидеть на месте. Все равно я должен найти эту тайну. И он находит того самого Ноя, вот напишите, которому боги даровали бессмертие, но даровать второй раз они никому ничего не намерены. Да, он находит даже цветок бессмертия, который должен даровать ему бессмертие, вечную молодость, но не может его удержать, его похищает змея. И в конце Гильгамеш вот возвращается в свой город умудренным, уставшим, смирившимся, но не нашедшим бессмертия, но зато четко осознавшим, что для смертных бессмертия нет. Но интересно, что каждый раз, когда ему сообщают о том, что для смертных бессмертия нет, ему говорят, в чем состоит его выход.
Ему говорят: живи на земле, одевайся в светлую одежду, умащивайся маслом, пусть в твоем доме почаще будет пир, да? Строй свой город, оставляй дела для потомков, славу для потомков оставляй, так ты получишь бессмертие. Замечательный персонаж, хозяйка богов Сидури, ждущая Гильгамеша на берегу вод смерти, говорит ему то же самое, говорит: вот рука ребенка в твоей руке, это твое бессмертие, да? Там надевай светлые одежды, пусть праздник будет в твоем дому, пей, ешь, веселись, это твое бессмертие, ибо нет другого у человека, да? Пусть дела твоих рук будут твоим бессмертием, пусть слава твоя в потомках будет твоим бессмертием. Гильгамеш говорит: нет, я не согласен, идет, теряет все, теряет список бессмертия, возвращается и повторяет вот эти слова, что вот они мои стены. Он говорит: посмотри на стены, что не знают подобия, кирпичи ощупай, вот дела его рук, укрепленные стены его города, Урука, из которого он царь и господин. Вот, собственно, это дела его рук. Да? И вот таким образом мы видим, что это очень такая жизнелюбивая, достаточно материалистическая культура, прекрасная их жизнь воплощена на вот этом знаменитом шумерском артефакте под названием штандарт Ура. У него две стороны, это такая вот имеющая трапециевидную форму конструкция, инкрустированная лазуритом, перламутром и другими полудрагоценными камнями, которую исследователи называют «Война и мир». На одной части сцены войны, тут очень видно, вот, да, вверху воинская аристократия с Лугалем посередине, с царем, да. Вы видите, что царь своей головой пробивает границы этого мира. Это не потому, что у художника не хватило места, да, и не потому, что масштаб царя по канону древнего искусства должен превышать масштаб его подданных, да. Это потому, чтобы еще знак того показать, что он как бы посредник между миром человеческим и миром божественным, что он гарант соблюдения божественных законов на земле. Да? Он поэтому головой немножко пробил туда себе, вот как бы в этот мир, на него не сходит благодать в виде разных там обрядов и ритуалов, о которых сейчас не буду рассказывать, в том числе в ритуале священного брака. Да, мы видим здесь он и его ближайшая воинская аристократия, к нему ведут пленников, здесь его пехота, вот тут вот у них на их плащах вот эти точечки, это знаки воинского отличия, как погоны современной армии. Здесь мы видим победоносное шествие колесниц по трупам поверженных врагов. Все по лучшим канонам древнего искусства. Египтяне делали более масштабно, разумеется, но и шумеры молодцы, прекрасно справились. Это военные действия, да, и это мирные действия. Опять мы видим Лугаля, вот он, его ни с кем не спутаешь, потому что головой он опять немножечко пробивает границы этого мира, потому что он посредник. Перед ним сидят его ближайшие приближенные, они поднимают кубки, все замечательно, играют арфисты на серебряных арфах. Здесь землевладельцы, видите, ведут свои стада, здесь обычные работники, то есть все трехчастное деление общества перед нами, очень красивые, символические и чисто эстетические произведения. Но вот это и есть, вот это, собственно, их отношение к жизни, отношение к потустороннему, здесь мы можем его уловить. Я немножечко, конечно, все огрубляю, понятное дело, что есть нюансы, их тоже надо учитывать, но наша сейчас задача увидеть какие-то, да, вот такие чисто архетипические почти структуры, которые эта цивилизация порождает. Да? Именно поэтому потом в вавилонскую эпоху особенно в этой цивилизации будут так развиты практики гадания, одна из которых самая высшая, это астрология, которую они изобрели. Потому что надо как можно лучше устроить эту жизнь, но по небесным законам, потому что боги небесные существа, у каждого свое светило, и их небесные законы изливаются на землю, они как-то проявляются в движениях светил, если мы их поймем, мы свою жизнь как-то устроим. Получше устроить жизнь согласно небесной жизни. Да? Вот это вот замечательная их формула, что на небе, то и на земле. Вот они ее пытаются воспроизвести, чтобы как-то часть этой небесной гармонии на земле каким-то образом нашла свое воплощение, свое укоренение. Потому что ничего потом, в какой-то далекой перспективе, по сути, их не ожидает. Да? Отсюда очень материалистическая культура, которая, в общем, свой материализм проявляла на разных уровнях, но если вы посмотрите, то, в общем, вы его там найдете. Но это одна точка этого экстремума, этих древних представлений. Давайте посмотрим же вторую. Что у нас там со временем? Еще совсем мало времени, простите, но сейчас мы будем... До скольки у нас, простите? До 6 вечеря, да? 6:30.
Простите, так получилось, что самое любимое и интересное у меня только впереди, потому что я очень симпатизирую Шумеру и Вавилону, это культура, которой я посвятила много времени. Это, конечно, все прекрасно, страшно интересно, особенно литература у них фантастическая, очень рекомендую хотя бы два великих их эпоса, эпоса Гильгамеша и Энума Элиш, эпос о творении мира. Они феноменальны, к счастью, очень хорошо переведены, наслаждайтесь, это архетипические произведения для всей европейской литературы. Но по-настоящему мне вот интересно посмотреть, конечно же, в культуру Древнего Египта. Да? Отправимся же на берега реки Нил, да, и посмотрим в представление другой великой цивилизации. Она тоже речная цивилизация, тоже живущая за счет разливов Нила, но разливы очень регулярные, но по сравнению с другими реками просто крайне регулярные. Земли значительно более плодородные, это просто чистое удобрение, благодаря тому, что ил очень плодородный, воды очень мягкие у этой реки, не засаливаются земли. И вот целая плодородная дельта была намыта Нилом в течение его функционирования, вот это вот же все намытые земли, то есть очень плодородные, очень как бы удобные для возделывания. И то, что это цивилизация реки, отражается у них во многом, потому что для них река становится не только средством получения урожая, да, но для них река становится главной дорогой их цивилизации, все у них так или иначе происходит, вот, перемещение по Нилу. Для них эта река становится богом, одним из богов их цивилизации. Для них эта река становится каким-то разделительным таким символом, который разделяет два берега и два смысла этой цивилизации. И для них эта река становится символом пути, потому что это цивилизация пути. Они все находятся в пути. Вот я сейчас вам это покажу, в каком пути они находятся, да, и что это вообще за такая цивилизация, которая является вот цивилизацией вот этой реки. Это реконструкция одного из главных городов, бывшей столицей на протяжении Среднего и Нового царства, города Фивы. Если по-египетски, то он назывался по-египетски Уасет. Фивы это, конечно, греки так назвали, так уж закрепилось, ныне современный Луксор. Город, который сохранился наиболее из этой цивилизации, лучше всего, больше всего остатков. На примере этого города видно очень четкое деление каждого египетского города на две части. Вы их тут прямо ясно видите на рисунке, даже если ничего не объяснять. На восточном берегу Нила, на восточном берегу Нила находится вот перед вами вот это все. Это город живых, условно говоря. Как вы видите, что он тоже центрирован, расположен вокруг храмов. Да? Центром его являются храмы, карнакские и луксорские храмы, два великих храмовых комплекса. Между ними дороги процессий. И все остальное, да, это вот тоже такая некая инфраструктура, окружающая храмы. Но это город живых, здесь живут живые люди, и эти храмы, собственно, для молитвы живых людей. И на западном берегу, запад это символ смерти, страны ушедших, потому что там садится солнце, за вот эту розовую гору Эль-Курна садится солнце каждый вечер, и вместе с солнцем туда уходят души умерших, поэтому запад это сторона, на которой вот здесь сразу за линией плодородных полей, то есть здесь сюда достигает вода во время разлива. На возвышении находятся заупокойные храмы, вот перед вами заупокойные храмовые комплексы великих фараонов, потому что такие, конечно, могли быть только у фараонов. Вот здесь конкретно вот в долине Дейр-эль-Бахри храм Хатшепсут, женщины фараона, известной, наверное, вам. Вот он. И дальше, за этой долиной здесь не видно, вот за этим перевалом находится та самая долина царей. И там же вот с другой стороны долина цариц, в которой знаменитые скальные гробницы, в том числе гробница Тутанхамона, вам прекрасно известная. Но она, чтобы вы понимали, она самая такая маленькая и незначительная, она просто была не разграбленная и найдена, в этом ее феномен. А на самом деле это крайне скромненько, это как просто президента поселить в пятиэтажку, трехкомнатную, но пятиэтажку. Это просто он внезапно умер, и ему, в общем-то, гробницу-то в попыхах собрали из того, что было. Но это была чья-то другая, явно не для него предназначавшаяся гробница, это не фараоновский формат, то, в чем, в общем, похоронили Тутанхамона. Но поскольку умер он рано и не успел себе ничего другого заложить, построить,
то вот, собственно, она ему и пригодилась. Наверное, она предназначалась кому-то другому из царского дома, но уж точно не фараону, не правящему царю, не богу, потому что правящий царь в Египте – это бог. Но вот сейчас разберемся, что это значит. Но вот это деление на город живых и город мертвых очень серьезно, это некрополь, сторона некрополя, оно очень серьезно что-то говорит нам об этой цивилизации. В этой цивилизации как раз о смерти совершенно другое представление, и масштаб человеческой судьбы понимается только, если мы понимаем его посмертную судьбу. Только тогда мы понимаем, о чем вообще Египет. Потому что весь Египет – это такая цивилизация, которая вокруг заупокойного культа выстроена. Как ни странно. И при этом мне всегда в этот момент спрашивают, они мрачные ли они были, а не были ли у них распространены самоубийства? Нет, совсем не были. Это было такое же точно табу, как и в других многих культурах самоубийства. И были они, наверное, одной из самых жизнерадостных и жизнелюбивых культур среди древних. Потому что это видно по их искусству, это видно по тому, как они любили косметику, благовония, как они любили поэзию, музыку, как они любили покушать вкусно и красиво, и одеться понаряднее, как они любили украшения. То есть видно, что они собирались жить долго и счастливо, да, но и не закончить на этом. Да. С точки зрения Древнего Египта смерти нет вообще. У них очень мало понятий, связанных со смертью, как с мрачным процессом. Да. Они настолько любили жизнь, что собирались продолжать ту же самую жизнь после смерти, но в каком-то ее идеальном виде. То есть в каком-то таком совершенном виде. Тут все несовершенно, все криво и плохо, да? А даже самые прекрасные образцы. А там-то все вот будет так, как оно вот может быть, достигнуть всей своей полноты, считали они, да? И поэтому их представление о смерти – это представление о неком переходе, и весь путь вот египетской цивилизации – это и есть путь перехода вот в эту настоящую, подлинную и полную фазу существования, да, которая не просто берется, она нелегка, ее нелегко достигнуть и постигнуть нелегко. Но мы с вами сейчас должны попытаться. Да? Вот эти вот всякие изображения я вам сейчас показываю, которые являются иллюстрацией к тому, что Египет это цивилизация пути. У них все всегда изображено вот в этом вот каком-то движении. Да? Они все куда-то движутся, хотя они стоят на месте, у них очень статичное искусство, но при этом посмотрите же, как изображены здесь люди, как изображено божество. Это солнечная ладья Маниджет, которая плывет сейчас по небу Дуата, по небу загробного мира. Здесь солярное божество в Наусе. Это фрагмент книги Врат, это фрагмент книги мертвых, здесь везут, в общем-то, покойников в некрополь на таких саночках с полозьями, но они тоже все время в движении, все в движении, боги, люди, у них всегда изображаются в процессе какого-то движения. Куда они движутся, да? Вот это совершенно потрясающее изображение дорог и путей, это пути... Ну, подождите, это так можно нарисовать, но помыслить нельзя. Потому что то мышление и то понимание, которое было, оно, в общем-то, у нас сейчас уже утеряно. Это фрагмент из такого текста под названием «Ам-Дуат», или о том, что в Дуате, это конкретно 4-й час, там, где спускается ладья, солнечная ладья, спускается в нижние пещеры, некий очень драматический момент, скоро там битва будет. Но просто я это хотела вам показать, что это все время... некая метафора пути, которая воспроизводится в разных формах. Да? И вот эти изображения дорог и путей запредельного мира, дорог и путей божеств, дорог и путей мертвых душ и духов, это их главная тема их искусства. Вы попробуйте там найти еще какие-то другие сюжеты, это так или иначе что-то про заупокойный мир. Да? Заупокойный сам мир они представляли себе вот так, это потрясающая совершенно роспись из гробницы Тутмоса IV, чтобы вы понимали, как они себе представляли смерть. Вот если вы не знаете, что это про смерть, вы же никогда и так не опишете это. Да? Вот этот золотой охристый фон, они очень любили золото, потому что золото – это цвет вечности, это цвет вечной нетленной плоти богов, это цвет вот этого света вечности, да, и все, что происходит на вот таких желтых охристых фонах, это все имеет отношение к загробному миру. Но он не мрачен, не страшен. Вы видите, что здесь фараона Тутмоса III встречают божества Осирис, Анубис и Хатхор, которые предлагают ему, да подносят к его носу, да, символ вечной жизни, Анх. Вот этим, собственно, символом, вот этим египетским крестом, так называемым, выписывался иероглиф, который читался Анх, и означало это жизнь, либо живой, то есть все то, что связано с жизнью. Вот символ этой жизни они подносят к нему, чтобы он его вдохнул, потому что дыхание – это жизнь.
да, и обрел, наконец, жизнь вечную. То есть это не про смерть все. Вот все их рассказы про заупокойный, загробный мир, весь их заупокойный культ огромный, из которого состоит практически вся культура Египта, это все, собственно, про жизнь вечную, ни в коем случае не про смерть. Они даже слово такое там, в общем, редко используют на самом деле, если посмотреть, да. И что? И теперь я хочу вам рассказать тоже вот такой симметричный мифу об Инане и Думузе, симметричный миф для египетской культуры, чтобы вы тоже почувствовали, как они себе представляли их божеств, вот харизму их божественную, психологию их, да, скажем так, если хотите, и как они представляли себе, на чем держится мир и на чем вообще, какая возможна судьба для человека. Да? Смотрите же, миф про Инану и Думузи занимает в культуре Месопотамии где-то симметричное место по отношению к мифу об Осирисе. Если вы что-то знаете об Осирисе, то вы наверняка знаете, что это тоже история про умирающего, воскресающего бога, в котором тоже есть место его супруги, очень важное место, второе по значимости, да? Но история совершенно другая, и она открывает человеку совершенно другое ощущение собственной судьбы, в том числе не только прижизненной, но и посмертной. Тут очень важно понимать, что масштаб задается, конечно же, представлением о вечности своей души, да, но и прижизненная тут судьба тоже играет большую роль, она тоже учтена, даже в их заупокойных текстах она учтена. Это тоже очень интересно. Итак, что же это? Да? Миф, конечно, этот вплетен в мифологическую концепцию происхождения мира и вообще на чем стоит мир, но я немножко его обрежу, сейчас расскажу крайне урезанно, простите уж, сразу прошу прощения и у фигурантов мифа, и у вас, что расскажу только его фрагмент. Итак, бог Осирис, он вот слева с зеленым лицом, может быть, он к тому моменту еще не был богом с зеленым лицом, кто знает. Это прекрасное совершенно, мне очень нравится это изображение, одно из моих любимых просто в этой культуре. Это из росписи из гробницы Сенеджема, из долины Знати. Вот там же тоже Фиванский некрополь, западные Фивы. Бог Осирис по старшинству, поскольку он старший сын бога земли Геба и богини неба Нут, правит, является царем мира. В этот момент мир еще по сути не разделен на мир божественный и человеческий. Он правит всем миром. Царь, вы видите, у него в руках царские инсигнии, те же самые, с которыми изображается, восседает на трон фараон. Это плеть, состоящая из таких золотых и лазуритовых и фаянсовых всяких красивых бусин. Да, и вот такой крюк Хека, это вот символы царской власти, как скипетр и держава, которые он держал либо в одной руке, либо в двух руках, вот так, как Осирис. Вот он правит миром, его жена рядом, верная жена Исида, у нее на голове, видите, такая странная штука, это ее имя, иероглиф ее имени, Исет. И вот они правят, чета, кстати, они приходятся друг другом братом и сестрой, вы знаете, наверное, но это так очень типичный мотив для многих древних мифологий, не только для египетской, но для египетской особенно. Они как бы правят миром, в частности Осирис, его верная жена, но его младший брат Сетх, бог гневный, бог воин, бог гнева, вот и бури песчаной, он восстает на Осириса, решает забрать его трон очень интересным способом, чисто египетским, который я должна вам рассказать. Обещала, что будет без подробностей, но эту подробность мы должны узнать. Каким образом можно свергнуть Бога бессмертного с его трона и уничтожить его? Очень интересным способом. Да? Но это вот с трона Тутанхамона совершенно фантастическая вещь, инкрустация. Тутанхамон с его женой, ну что-то невероятное, ну представьте себе так благостное правление Осириса примерно. Да, и вот Сетх, чтобы свергнуть Осириса, делает странную вещь. Да? Он создает очень красивый саркофаг, может быть такой, это в саркофаге Тутанхамона, разумеется, фантастические, прекрасные, запредельные просто. Создает такой прекрасный саркофаг, приносит его однажды на пир богов, и говорит, что вот этот прекрасный драгоценный саркофаг он подарит тому, кому он придется в пору. Это просто сказка про Золушку, потому что все боги начинают увлеченно примерять саркофаг. Вот для нас же это совершенное безумие. Вы представляете себе пир, на который кто-то приносит гроб? Да его выгонят сразу же, это какой-то странный намек или безумие. Что это, собственно, что это за абсурдный жест? А потом еще говорит, я подарю этот чудесный гроб
если там кедровое дерево, полировка, инкрустация, перламутр. Да, тому, кому он подойдет. И все такие, мне, я первый меряю, это мой размер эсочка. И это элечка, ну кому элечка, кому эсочка, я пока еще в эсочки влезаю. Но тут факт в чем? Тут ведь интересно что для нас это абсолютно невозможное действие, абсурдное, странное, мрачное, никто в своем уме не ляжет живым в гроб, мерять его, ну какая-то мрак и ужасы, да? Для египтян же это была абсолютно нормальная традиция. Они погребальный инвентарь, который абсолютно необходим для процветания в загробной жизни, вообще для ее продолжения, собирали всю жизнь. И абсолютно это не было мрачным деланием, как у наших бабушек, которые себе на смерть начинают собирать какие-то вещички. Нет, они начинали иногда даже с детства дарить друг другу там на какие-то праздники набор погребального инвентаря, считалось крайне уместным. Потому что вот эти ваши дурацкие сервизы, они неизвестно, пригодятся в хозяйстве или нет, а погребальный инвентарь пригодится обязательно. Ну потому что, ну куда вы денетесь, да? Ну понятно же, что денетесь все туда. Поэтому они дарили. Но вы должны понимать, что это хороший подарок. Потому что даже фараон, когда он хотел отблагодарить или как-то выделить кого-то из своих приближенных, чиновников, визирей или кого-то, он жертвовал ему гробницу, либо место для гробницы, либо саркофаг, либо что-нибудь из погребального инвентаря. И человек не понимал это как намек, что типа пора уходить со службы, пора, а то уйдут. Да? Нет, он так это не понимал. Он радовался, как ребенок, и приказывал на своих погребальных заупокойных стелах написать: «Я тот, кому фараон такой-то пожертвовал место для гробницы, превосходную гробницу и саркофаг превосходный из такого-то материала». И гордился этим все время как орденом, потому что это высшая милость царя, потому что только царь может гарантировать вашу жизнь в загробном мире. Он должен увести вас за собой. Вы можете пойти туда, в этот загробный мир, потому что туда царь идет за вас, ну, первым, да? Он туда заходит, и он как бы предстоит там перед богами, и поэтому вы, возможно, проскользнете. Если будете похоронены возле гробницы царя, как в древнем царстве, да, ну, и либо если вы будете сопровождены с правильным погребальным обрядом и правильным погребальным текстом, как в Новое Царство, когда появляется такой замечательный феномен, вам прекрасно известный, как книга мертвых, которая, что тоже надо сказать обязательно, у нас сейчас не про нее, но все же, она никогда не называлась так ненормально книга мертвых. Для египтян назвать что-то книга мертвых невозможно, потому что они не про смерть там пишут. Она называлась главы или слова или изречения о выходе в день или в свет дня. Рауну перетем херу. Ни в коем случае не книга мертвых. Так ее назвали египтологи. Потом сами поняли, что ошиблись. Созвали даже целый конгресс египтологический, чтобы подумать над названием. Поняли, что уже название закрепилось, пусть будет так. Но все знают, что она так не называлась никогда. Не называлась. Называлась «О выходе в день». Хороший жизнеутверждающий текст, сложный, путанный, очень тяжело понять, перевести, вообще все с ним сделать очень сложно, но красивый до невозможности. Вернемся к нашему Осирису. Он тоже ложится в саркофаг, и, разумеется, саркофаг, приспешники Сетха на него наскакивают, заколачивают этот саркофаг и сбрасывают его в воды Нила, и воды Нила поглощают, и сия стихия поглотила их в один момент. Сетх воцаряется на троне, но вы должны понимать, что не может быть такого, чтобы неправда воцарилась на троне в Древнем Египте, потому что в Древнем Египте царь – это тот, кто гарантирует соблюдение порядка, закона, вот этого самого удивительного слова древнеегипетского, которое однозначно перевести невозможно, маат, он гарантирует это соблюдение этого порядка божественного, изначального некого, который в начале мира возник, или даже мир по нему творился. Он гарантирует соблюдение его на земле. Он и есть проводник Маат, потому что он Бог, потому что царь египетский не посредник, как Лугаль шумерский, а он и есть воплощенное божество, сосуд божества. У него двойная природа, он существо с двойной природой. В момент интронизации он обретает вторую природу, божественную, и величается после этого Богом. Да? У него несколько божественных титулов. Во-первых, он Хор, бог Хор, сын Осириса, потому что от него передается царская власть, он как бы является его сосудом прямо, не фигурально, для египтян не фигурально. Во-вторых, он сын Ра, он сын солнечного бога, и малое солнце на земле, да, есть большое солнце Ра, а есть молодое или малое солнце, вот, собственно, фараон. Да, кроме всего прочего, он воплощает в себе и Осириса, потому что он будет тем, когда умрет, кто будет предстательствовать перед всем миром этим загробным за всех людей, да, и как бы проведет вот людей туда.
И кроме всего он еще и Сетха воплощает, потому что Сетх начало гневное, а египетский царь, кроме того, что он там ритуалист, и администратор, и эффективный менеджер, он еще военачальник, который должен защищать, да, свою страну. И поэтому этот гневный аспект в нем тоже проявлен. Если вы посмотрите на рельефы Нового Царства, там царь вам будет представать в двух видах всегда только лишь. Либо он там что-то в храме делает, там кадит кадильницей, там разливает возлияние, подносит какие-то светильники или подношения богам, то есть участвует в ритуалах, потому что только через него ритуал может совершаться, только он является тем, кто может жертвовать богам. Все остальные жертвуют, получая полномочия от него. То есть он передает свои полномочия жрецам, потому что он не может успевать во все храмы пробежаться Древнего Египта. Поэтому он как бы делегирует свои полномочия жрецам, но это он, кто гарант, это он, кто отвечает. Это он единственный, через кого молитвы людей могут достигать ушей богов. Вот в прямом смысле слова, особенно в эпоху Амарны, это только так, например. Да, вот он такая удивительная фигура, потому что он сын Осириса и воплощает Хор, и воплощает в себе и Осириса, и Ра, он воплощает в себе, и даже Сетха воплощает как гневное начало, что тоже нужно царю. Да? И второй вариант изображения его на рельефах, это он на колеснице, либо булавой в пешей форме побивает там своих врагов, либо на колеснице поражает их сразу скопом и держит их, как пучок морковки там в своих руках. Вот эти все замечательные рельефы. Ну, либо если он статуя, то он просто восседает уже в вечности, не двигаясь со своими царскими инсигниями, красота, волшебство. Но всегда вот он в такой только форме, потому что это и есть его задача в мире, никакие не другие. А вот иногда ассирийские цари изображаются отдыхающими, там, возлежащими, чего-то там кушающими, пьющими. Фараон нет. Потому что он тут не для этого, это вообще не его задача. Вообще разве вот, в общем, Бог, он же для другого в мире вообще здесь. Воплощенный Бог. Ну вот, Осирис заколочен, туда сплавляется по Нилу, но его верная жена Исида со своей верной сестрой Нефтидой отправляются его искать. Долгое путешествие, они находят его в городе Библи на Финикийском побережье. Это все тоже имеет исторические обоснования, почему именно там. Находят этот саркофаг, оплакивают тело, пропускаю очень много сюжетов там, но все же оплакивают тело его. Исида зачинает от него своего сына Хора. Интересно, что вот да, зачатие происходит от мертвого, она оживляет его ровно настолько, чтобы он мог зачать ей, подарить ей наследника, потому что кто-то же должен восстановить это Маат, вот эту Маат на земле, он должен восстановить ее, да, восстановить должен легитимный царь. Легитимный царь может быть только от легитимного царя, здесь все понятно. Но после этого Сетх снова находит тело Осириса, разрубает его на части, на 14 частей, разбрасывает по всему Нилу, и снова Исида идет, это же вот не Инанна, которая отправляет своего несчастного супруга в подземный мир, это наоборот жена, которая достает оттуда, грубо говоря, мужа. Она снова идет по земле, собирает эти части воедино, да? Потом ей помогают другие боги, например, бог Анубис изобретает бальзамирование, которое потом повторяется в акте каждого бальзамирования. Это всегда повторение того изначального собирания тела из частей, восстановления тела из частей, который когда-то бог Анубис проделал над телом Осириса. Вот опять же замечательная роспись из гробницы Сенеджема, там совершенно потрясающие росписи, потому что Сенеджем царский художник придворный, поэтому у него росписи уровня царского практически по технологии, и по изяществу, и по красоте. Вот он восстанавливает, бог Анубис восстанавливает тело Осириса, так происходит изобретение, скажем так, обряда мумификации. Бог Тот изобретает магические формулы, которые ложатся в основу текста книги мертвых по представлениям древних египтян. Автор книги мертвых, бог Тот, бог мудрости, покровитель песцов. Исида и Ефтида, произнося эти заклинания, оплакивают тело, с двух сторон они обычно изображаются вокруг тела. И вот в результате всего этого проделанного обряда, разумеется, эти все действия потом ложатся в основу сложного, невероятно сложного, очень красивого погребального обряда, который проделывался над людьми. Как над царями, так и в уменьшенной, конечно, урезанной форме, кто чего может себе позволить, над простыми людьми, потому что дело это дорогое и долгое. Только обряд
бальзамирование длится не меньше 70 дней, потому что 70 дней это только срок, который тело выдерживается вот в этом натроне, в этой соли египетской, которая мумифицирует собственное тело. А там еще куча всяких других вещей должно быть проделано. Поэтому 70 дней это какой-то минимальный вообще срок. На самом деле больше, конечно же, проходит между часом смерти и моментом положения в гробницу, назовем это так, на похороны в нашем смысле слова это не похоже. Но вот это вот впервые, да, происходит в мире именно здесь, в этом мифе. И потом каждый человек проходит этим путем, проходит путем Осириса, и так его имя и пишется в книге мертвых, куда вписывалось имя заказчика. Оно обязательно должно там быть, там должно прозвучать имя заказчика. Оно вписывалось через дефис, условно говоря, там дефисов, конечно, никаких нет в этом языке, в этой письменности, как там Осирис Ани, например, или там Осирис Надх, то есть вот имя вписывалось через дефис с Осирисом, потому что он идет путем Осириса. Если женщина, тоже Осирис, сразу упреждаю все вопросы, у женщины фараона Хатшепсут, да, были даже такие специальные ассирические статуи, где она изображалась как Осирис, то есть с бородой. Да, очень красиво при этом были, прям все женские черты лица сохранялись ее, очень красивые вообще, потрясающее совершенно изображение. Вот, да, и что потом мы получаем? И в результате всего этого проделанного над ним, над Осирисом процедуры, Осирис воскресает в этом мире, в мире Дуат, в этом совершенно не подземном, мрачном, а все-таки сияющем, потому что это мир богов тоже, там боги обитают. Вот в этом мире вечности, да, и становится, видите, вот он сидит на троне, вот теперь объяснима его зеленая кожа, потому что это цвет воскрешения, зеленый цвет это любимый, наверное, цвет египетской культуры, синий и зеленый, потому что это цвет вечной жизни, воскрешения, восстания, да, жизни и смерти, вот это все, это очень хороший цвет, очень положительный. Мне студенты говорят, я говорю, почему у него зеленое лицо? Ну потому что он труп. Я говорю, нет, это потому, что он бессмертный, друзья мои, он победил смерть. Это вот совершенно потрясающая история. Это не вид, который позеленел со временем? Ну нет. Это скорее трава. Вот у них был замечательный ритуал, когда они брали такой саркофаг в форме Осириса, иногда совсем небольшой, маленький вот такой, да, иногда побольше, иногда даже в рост человеческий, насыпали туда землю плодородную, вот этот, собственно, ил нильский, и семена, да, и дырочки были в саркофаге, и потом эти семена прорастали, поливали водичкой нильской, семена прорастали, вот этот Осирис прорастал, да, в прямом смысле слова, зелеными ростками вечной жизни. Из смерти, потому что зерно падает в черную землю и умирает, там, гниет, да, появлялась жизнь. Вот это зерно, которое умерло, но проросло, это вот очень египетская метафора. Заметьте же, что она же тоже в библейском контексте не из ниоткуда, да. Она переосмыслена немножко, но только немножко. На самом деле. И перед вами совершенно потрясающий, это папирус книги мертвых Хунифера, 125 глава, центральная глава книги мертвых, наверное, вам известная, потому что все, что обычно люди знают про книгу мертвых, это эта глава и есть. Это сцена загробного суда, потому что теперь, после Осириса, у людей появляется вот эта посмертная судьба. Он собою, прямо собою, не фигурально, проложил путь в этот мир Дуат. По некоторым представлениям он и есть тот, кто проложил сам Дуат. Потому что есть такие потрясающие изображения, где Дуат, этот загробный мир, изображается в теле Осириса. Прямо в теле. Либо он его вот так, как акробат, кольцом огибает тело Осириса, либо внутри его тела прям Дуат и находится. То есть он собой проложил этот мир, вот понимаете, как хотите. Мифопоэтика, в ней отсутствует логика, но присутствует мифопоэтическая логика. И вот он теперь в этом покое двух истин на престоле восседает как царь и судья. Да? Он судит каждую душу приходящего к нему человека. Вот Бог Анубис, Бог-проводник в мир мертвых, Бог-защитник Некрополя. И ведет этого самого Хунифера к престолу Осириса. Ну вот тут уже ведет к престолу, это Хор, его сын показывает ему путь, да. Это Бог тот, Бог мудрости, покровитель письма, стоит с принадлежностями писца, потому что он записывать будет сейчас приговор. И важно что? Важно быть оправданным, Маахеру стать, да? То есть правогласным. Что, как это происходит? Происходит следующим образом. Вы видите здесь весы, взвешивается его сердце, вместилище чувств, мыслей для древнего египтянина. Мозг для них не значил ровным счетом ничего, прямо совсем ничего. А вот сердце значило все. Там и мысли, там и чувства,
там и вместилище душ. Все души, а у них не одна душа, там все сложно, потому что это рафинированная, высокая культура. Там настолько сложная концепция человека, что и душ даже несколько. Все в сердце, и души в сердце. Поэтому именно это сердце приносил умерший на суд Осириса, оно клалось на весы. Иногда они пытались схитрить и вместо сердца предложить сердечный амулет, сердечного скоробея, например, на котором было написано заклинание, где они просили свое сердце не свидетельствовать против них, потому что они понимали, что настоящее это сердце может их подвести, а вот то, которое магическим образом созданное, возможно, позволит проскочить. Да, интересно, что в этот момент умерший произносил некую отрицательную исповедь из 42 фраз, которые по одной и той же системе были устроены. Я не делал того-то, там, я не изменял наделов земли, я не похищал у богов их приношений и так далее. Там были грехи против людей, грехи против богов и так далее. Их 42, это вам не 10 заповедей, вот, чтобы вы понимали, 42. И 42 бога, каждый выслушивает заповедь, по которой он заведует, вот вверху сидят они. В общем, все очень сложно, да, и на другую чашу весов клалось перо истины Маат, вот этот символ этого самого закона, можно сказать даже предвечного, потому что когда Рава существовал на предвечном холме суши, там уже с ним есть это перо, оно как будто бы уже дано, этот закон, по которому будет все происходить в мире. И вот это перо богини истины Маат кладется на другие весы, чаши должны уравновеситься, если они уравновесились, тогда умерший объявляется правогласным, и вот его, собственно, может проследовать к трону владыки и лично предстать перед ним. А потом, если он все это прошел, потом он должен еще отправиться и проследовать в поля Иалу, в те места, где, собственно, и будет проходить его вечность. Да? Выглядело это так, это тоже Сенеджем, очень я люблю росписи этой гробницы, они совершенно фантастически прекрасные. Это потрясающие поля Иалу, вот это египетский рай. Да? Вы видите, здесь есть и сады, которые египтяне очень любили. У них, конечно же, тоже мало садов, но каждый дом это обязательно имел, богатый, состоятельный особенно, обязательно имел сад и маленький внутренний водоем, потому что они были просто большие любители садов. Вот здесь, конечно, эти чудесные фруктовые сады, да, здесь водоемы, вот эти голубые каналы, очень типичный такой Египет, да. И здесь вы видите, какая пшеница, которая в рост человеческий, и колос, как локоть, да. И здесь они могут поклоняться, лицезреть божеств, вы видите, они поклоняются вот здесь, он, Сенеджем и его жена, по видимости, поклоняются божествам. Вот тут вот, собственно, солнце в своей небесной ладье в виде такого младенца изображено. Здесь они получают приношения от своих родственников, которые им в качестве жертвы приходят в этот мир. И в этом мире они могут не работать, если они не хотят работать, потому что есть целый набор таких замечательных заупокойных статуэток у Шепти в виде таких людей с нанесенным на них 6 главой книги мертвых, где сказано, что когда призовут на работы, особенно фараон может призвать, потому что он все время призывает то пирамиды строить, как только закончили строить пирамиды, давай строить великие храмы, тоже работ не в проворот, конечно же. Как только призовет фараон на работы, ты встань и скажи, я здесь. И вот эти у Шепти превращаются в слуг в загробном мире, встают и говорят, я здесь, это их задача, они ответчики. У Шепти ответчики, они должны ответить, я здесь, когда призовут на работу вот этого собственного правогласного, кого там, Нахта или Хунифера или Ани. Когда его призовут, за него есть кому ответить и кто будет за него здесь работать. У нормальных-то фараонов там на каждый день по нескольку ответчиков, там целые до 1000 доходило, 800 штук. И у богатого человека тоже могло быть на каждый день по такому ответчику. Вот их можно было дарить друг другу даже, например, на какие-нибудь памятные даты. Потому что много не бывает, я считаю, у Шепти. Мало ли там сколько работ каких, никто же не знает до конца. Но вот совсем же другое ощущение, другое дыхание как бы дает эта религия, да, и совершенно по-другому воспринимается здесь божество, потому что вот Осирис, он, понятное дело, что он не жертва, он не Христос, который жертвует собой, да, но и дальше эта история похожа. Он собой пролагает путь воскрешения всем, каждому человеку, да, и они идут как бы за ним и как бы как он. Как бы за ним и как бы как он, и это в прямом смысле как он, потому что Осирис Ани, да, Осирис Хунифер пишется в каждом этом свитке этих книг мертвых, в этих заупокойных формулах.
Благодаря ему они идут и выдерживают там процедуру суда, да, процедуру взвешивания сердца, то что-то очень индивидуальное, да, что-то очень личное, да, вот эта личная ответственность появляется перед божеством, личная ответственность за свою посмертную судьбу, да, это не автоматический процесс, нарожал сыновей, ну, молодец, будешь хлеб получать, да, на этом все, да, это вот какой-то еще процесс этический, это процесс выстраивания определенной позиции, потому что вот эта Маат, она требует не только от фараона ее каким-то образом реализовывать в пространстве мира, она требует и от простого человека реализовывать ее в пространстве своей простой личной жизни, да. Вот и какой-то такой этический призыв, вот простите уж мне, я так скажу, во всем этом раздается, хотя это задолго до сего времени, до Карла Ясперса, вот этого описанного времени, когда появляется личная ответственность перед божеством за свою судьбу и так далее, но здесь она уже есть, у Египте она уже есть, вот, ну, если мы возьмем там книгу мертвых, как классическую форму, где появляется эта идея суда во всей полноте, потому что там в более ранних текстах она еще не появляется в такой форме. Но это 1500 лет до нашей эры, да, то есть 3500 лет назад. Вот настолько, за 1000 лет там, до этого осевого времени почти. Да? И опять же, фигура царя тут немножечко другая. Да, он тоже посредник между миром богов и людей, но это для всех типично таких теократий, конечно же. Но здесь немножко другая фигура. Перед вами, ну, два одних самых знаменитых таких артефактов, демонстрирующих нам царя. Справа погребальная маска фараона Тутанхамона, которую вы все узнали, потому что она одна такая, ее ни с чем не спутаешь. Хотя некоторые путали, потому что есть еще погребальная маска Псусенеса золотая, ну и они очень разные. Ну вот, в общем, прекрасный же Тутанхамон здесь в платке Немеси с этим уреем фантастическим двойным. Ну вот, что тут добавить, это один из самых великих вообще объектов искусства человечества, наверняка. И слева от вас это статуя Рамзеса II Великого, одного из самых блистательных правителей Древнего Египта из Туринского музея. Это шедевр Туринского музея, тоже совершенно фантастическая вещь, ну тоже, в общем, тут нечего о ней говорить, потому что надо просто смотреть. Вот этот образ царя, который Бог на земле, который гарантирует Маат, более того, они даже кризисы свои, у них были очень серьезные кризисы культурные, которые называются переходными периодами, они связывались с тем, что цари переставали воплощать Маат, переставали воплощать божество. Да? Мы очень мало знаем про эти переходные периоды, что у них на самом деле случалось, но у них случалось свержение власти, распад власти царской, распад страны на маленькие номы с намархами во главе. И как они потом пишут в своих там поучениях, боги перестали обитать между нами. То есть вот эти цари, которые должны были быть богами и гарантировать всем, да, причастность к божественному наделу, они перестали быть богами. Да? И поэтому случилось то, что случилось. Развал культуры, но они всегда могли собрать себя. Это удивительная культура с удивительной силой культурной памяти. Вот если в Месопотамии культуры сменялись, уходили шумеры, приходили аккадцы, потом приходили амореи, был Вавилон, потом приходили эти ассирийцы, совсем же другая получалась история. Но здесь они все время вот из пепла себя восстанавливали. У них распадалось все настолько, что у нас даже документов нормальных вменяемых про этот период нет. Да, но при этом они, как только у них снова обретался царь, который соединял всю землю, как только появлялся тот, кто снова брал в свои руки вот это вот Маат, и снова восстанавливал ее на земле, у них снова начиналась великая эпоха, там, среднее царство, великая эпоха. Потом опять развал, завоевания, завоеватели пришли на царский трон и все такое прочее. Но потом как только вот 17-я династия, как только Яхма смог собрать опять эти земли, выгнать гиксосов, у них снова начинается моментальный практически расцвет. Уже на уровне той же династии, которая выгнала захватчиков, уже расцвет мы наблюдаем. То есть это такая культура, которая благодаря тому, что они верили вот в несколько очень серьезных вещей, вот в этот образ царской власти, вот в этот, собственно, ассирийский миф, да, вот в эту историю по попаданию человека в это запредельное пространство. Вот они как-то себя собирали, я думаю, через эти основные истории собирали, потому что после таких вещей, которые никакая культура другая не переживала, они переживали, да, и восстанавливались. После каких-то совершеннейших катастроф и развалов, казалось бы, все. Этой культуре конец. Но они даже умирали 1000 лет. Вот эта культура закатывалась 1000 лет, причем так, что нам бы так еще расцвести когда-нибудь, как они закатывались последнюю 1000 лет своего существования. Это же просто совершенно фантастический закат.
Да, фантастический закат. Ну вот, вот, собственно, хотела вам что рассказать, да. И, конечно же, ну, это хор, который демонстрирует некий образец царской власти. Он отвоевал трон отца у бога Сетха, он восстановил Маат, попрал и Сефет, это то, что противоположно Маат, некая неправда, хаос, ложь. В общем, сложное очень понятие тоже. Но вот на нем корона, это главная фараоновская корона, одна из самых распространенных в изображениях, это корона Верхнего и Нижнего Египта. Вот он фараон, который объединил верхние и нижние земли, дельту и долину, объединил их воедино, и так началась та самая история человеческая, и только через это объединение она и восстанавливалась всегда. И что, да, и вот последний такой кадр, чтобы показать вам, что культура очень жизнелюбивая, они крайне любили жизнь, это сцена охоты, совершенно фантастическая, из гробницы, конечно, откуда еще у нас все красивые сцены. Все там практически как бы куда ни ткни пальцем, если это цветное, это, ну, иногда это храмовая роспись, в некоторых случаях сохранились еще пигменты, а в основном это все гробничный материал, потому что хорошо законсервированный, и самое прекрасное они всегда туда отправляли. Это же вы понимаете, что когда они делали в гробницах роспись, они же не думали, что потом в музее будут драться за это, да, и за то, кто этим завладеет. Они же это запечатывали навеки. Они это делали росписи только для одного человека, для которого того, кто помещен, собственно, в гробницу. Это его мир создавался, его вот этот мир, в котором он должен будет пребывать, таким образом создавался, формировался, да, магически, конечно же. Но при этом и вот эстетических же очень. Посмотрите, какая красота. Вот, собственно, теперь понятно, что вот эти два объекта, которые очень любят сравнивать при очень беглом взгляде, пирамидальная гробница, так, в частности, пирамиды Гизы, с заупокойным храмом обязательным при ней, да, и великий Зиккуратура, они же совершенно не равны друг другу, потому что они порождены разным сознанием, разным ощущением потустороннего.